Марія, сина колихала, щира з любов'ю, так йому співала. Люленькі, люлі, ти моє дитятка, люленькі, люлі, крепка немовлятка. Прийти Створитель Дух Святый, напирай верника слави, наполни воскай свыши, сердце, что творами тобой, названы утешителем, ты найвышейший Бога нам, життя криниця і любов, і узмацнення наших душ. Ти спасила єм народ, бо моя щину адайця, працина завіяв, ти множства мова промовляв. Своєю ласкою освяти серце і розум нашия, і серце нам оздорови, і наші цноти узмацняй. Ти злого рука отгони, і свободен одари, завсёды за собой вязи, и пробачение души дай. Дай растягивайся познать, и шлях сына покажи, и дух любви и хвали, верим до неба все часы. Богу Отцу хвала завжди, и Сыну воскреслому, судящему дает хвала нам вечные веки. Аминь. В ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Аминь. Ангели Из духа твоим. Что сказать? 12 годин после Нового года, як не Нового года у вас всіх. Конечно, в этом дню мы вспоминаем сегодня тую, кто увела новый сенс Нового года. Бо человек не живет только для этого, как жить, а человек живет для этого, как дойти до вечности. Урочистость Святой Богородицы Марии, тая, якая принимая и говорит тебе, нехай не станется поводом Твоего слова, как бы так само у нашем житии ведали и припомнили, на что мы живем. Так я сказал, что Новый год это не прыжок с дому, который має 80 этажов, и пролетаючи кожный этаж мы радуемся, а может плачем ближе и ближе земли. Потому что Новый год это нам має показать и припомнить абсенція життя кожного з нас. Вітай, святая Маті, ти народила Володара, який керує небом і землею на веки вечные. Такая антифона на уваход у сьогоднішньої святої вши. Перепросим за Пана Бога за все наши грехи, мы могли с чистым сердцем скласти эту найсвятейшую ахвяру, яку я справую за Ядвігу з нагоди дня народження, 84 годы, а так само за дітей, внуків, правнука, просячи Божого благословення, здоров'я душі і тіла, опеки Богородиці Марії і з подякою Пану Богу
за прожитые годы. Повидаюся Богу всемогутному. І вам, брати і сестри, що зграшив я вельми, думкою, словом, учинком і занедбанням. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов і святих, і вас, брати і сестри, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог всемогутный, отпустивши нам грехи, доведи нас до життя вечного. Аминь. Пане, змилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Славиши я Богу, а На на землі супокой, людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе, Тебя великой хвалы Твоей. Пане Боже, Богородице небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне Одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, який береш на себе грехи и свету, змилуйся над нами, який береш на себе грехи и свету, прими моление наше, який сядешь праворучайца, змилуйся над нами, бо только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты наивысший, Иисус Христе, с Духом Святым ухвале Бога Отца. Аминь. молимся. Боже, Ty простил очем материнства Наисвятейшей Панны Марии, одарил людей ласкою вечного спасения. Дай просим, как мы познали заступництво Твой, раз якую приняли Твоего Сына, крыницу життя вечного, які с Тобою живе и владает в едности Духа Святого, Бог правду все веки вечные. Аминь. И будут закликать имя Мое над сынами Израиля, и я благословлю их. Читание книги Личбы. Промовил Пан до Моисея, кажучи: скажи Аарону и сынам Ягодовым, так благословляйте сынов Израиля, кажучи им: нехай благословляє тебе Пан и зберігає тебе. Нехай Пан розпромінить своє обличчя над тобою и одорить тебе лаской. Нехай Пан скерує на тебе свой погляд и одорить тебе миром. И будут закликать имя Мое над сынами Израиля, и я благословлю их. И это Слово Божие. Дякуем Пану Богу. Нехай Бог змилується над нами. Нехай Бог змилуется над нами. Нехай Бог змилується над нами. Нехай Бог змилуется над нами.
Яго над нами, как на земле мы спознали ягоную дорогу. Между всеми народами Яго збавление. Няхай Бог смилуется над нами, няхай веселятся и радуются все племены, бо ты судишь народы подле правды, и племенами на земле керуешь. Няхай Бог смилуется над нами, няхай славят Тебе народы Божа, няхай славят Тебе народы усе, няхай Бог нас благословляет, няхай боятся Его усе межи земли. Няхай Бог смилуется над нами. Читание послания святого апостола Павла до Галатов. Браты, коли надошла полнота часу, послал Бог Сына Своего, народженного от женщины, подкованного закону, как откупить тех, кто подлежал закону, как мы отримали усыновление. А покольки вы сыны, Бог послал в ваше сердце Духу Своего, Сына Своего, який вскликає: Аба, Отче. Тому ты уже не раб, а сын, а коли сын, то есть подкаемца Божий. В этом Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Шмат разов промовлял Христе Бог, дайте у наших праспророков, у гэтые опошние дни промовил до нас право Сына. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан с вами. И с Духом Твоим. Читание Святого Евангелия Павла для Яна. Слава один. У той час пайшли пастухи спешаючися і знайшли Марію і Юзефа і немовля, якое лежало в яслях. А коли убачили, розказали тое, що було обвіщено им про гэтае дитятка. И все, кто чув, удивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария заховывала все гэтые словы, разважаючи у сердце своим. И вернулись пастухи, прославляючи и хвалячи Бога за все, что чули и бачили, так, как им было сказано. И коли минуло 8 дён, как обрезать дитя, дали ему имя Иисус, и кое было названо анёлом перед его зачатием в лоне. Гэта слово Пана. Слава Тебе, Христе. Адбывалася гэта у звычайным месцы, у гаражы. Двух молодых людей, павыжэй трошки 20 гадоў. Один поважно, молодый, маючы 40 гадоў. Один из них продал Volkswagen за $1000. Другі был добрым человеком и финансовал то, что имел в житті. Третий унес так само великую сумму, аж $800. Забралися, как заложить фирму Apple, czyli iPhone'a.
одной из фильмов. Але гэты, который имел около 40 годов, Рональд Вейн, после 12 дней пришел, как забрать свои гроши. Боялся заризиковать. $800. Зробив поважну помарку. Бо гэтыя грошы на сегодняшний день бы зафинансованные $800 выносили бы около от 75 миллиардов долларов до 400 миллиардов долларов. Але ў пазнейшых летах таксама, як прызнаецца, зрабіў великую помарку, бо ён списал договор на машинце, печатной, звычайной такой, паміж Джобсом, Вознякин и им самим. И в годе 80-х годах эту умову, этот договор продал для коллекционеров с подписью за $500. В 2011 году эта умова уже коштовала $1 600 000. А почему это я говорю? Хтось тебе сказав, якісь фінансові справи, так? Які вельми важні. Бо хто уміє заризикувати у житті духовим, буде подобний до їх. Марія заризикувала. Згодилася и приняла Слово Божие. Отбросила легкое життя. Отбросила, може, якісь приємності життя, які зв'язані так само з суженством. Але приняла Слово Божие, яке в її серцю розвивалося. Сьогодні ми прочитали, коли Марія прийшла і почула, і убачила, що пастухи приходять, написано, а Марія заховувала усі гэтыя словы, розважаючи у серці своїм. Рональд Вейн не вытерпел до конца. Не хватило отваги у житті. Та й часами ни одному из нас, коли у справах духовых, коли шукаем Пана Бога, коли развиваемся, коли шукаем допомоги, дійсно не витримовуємо. Боимся заризиковать. Тут 12 дней хватило бы этому человеку, как фирма Apple в его заинвестовала. Потом несколько десятков годов хватило бы, как этот договор, який продал, так само принес свой кошт. Як сам сказал колисти, что зробил великую помарку. Чому? Бо не имел упевненості этот человек у своем житті и у разных справах, які там написані у его житті. Коли будем читать биографию его. А мы тут сьогодні збираємося, як об этом упевнено знайти. І у початку года нам ж як варто розпочати наново розважати все то, що в нашому житті відбувається, як ми захотіли в якийсь спосіб дойти до цілі, до якого ми покликані. Сьогодні переживаємо урочистость Богородицы Марии. Але так само в этом светском свете так званое свято, якое увели поганское, Новый год. Празднование для нас, христиан, это радость великая. Мимо того, что мы летим с того самого здания, которое лечит, может, 80 этажов, может, 40, кому-то будет, может, кому-то и 100 этажов появится життя. Але мы радуемся тому, что летим до життя вічного. А ты, кто не верит, чего там радоваться? Что святкувати, что еще один год життя за ими, что еще один день минул, что еще одна година пролетела, для чего? Только померти. И все, с того, что мы маем. Так хаме
який пагіб в авіакатастрофе 18 вересня 1961 года. Адзін із дырэктараў, як лічаць у гісторыі найлепшых дырэктараў сувязі ООН, ОНЗ, правачка, ласка, можна так сказаць, ООН. Калі ён пагіб, у яго кішэні знайшлі пры ім кніжачку аб наследаванні Езуса Христа, якую насіў пры сабе, не толькі насіў, але і чытаў. Калі прыйшлі абследаваць яго дом, кватэру, дзе ён жыў, у гэтым доме нашлі яго асабісты дзённік. І чытаючы гэты дзённік, ягоныя запіскі, зразумелі і сабе лічылі, што ён быў містыкам. Бо ён там напісаў розныя словы: «Не я, Божа, але ты ўва мне жывеш. Усё, што ёсць, усё дзякуючы табе». Вельмі моцныя словы, якія і мы сёння ў пачатку гэтага года павінны сабе задаць і падзякаваць Пану Богу. І можа ўзяць сабе за дэвіз такі. Адзін із маляроў, Рубенс, намаляваў прыгожую картыну, малюнак. На гэтым малюнке Пан Езус, які з'яўляецца светачам, святлом, стаіць высока намалёваны, у руке держыць лампу, другой рукой стукае ў дзверы, каб яму адчынілі. Знаем все вельмі добра гэтую гісторыю, бо яна неаднакратна прытачваецца таксама і дзесьці там і ў казаннях, і ў гісторыях. Чаму ён стукае ў дзверы? Бо гэтыя дзверы не маюць клямкі ў яго стороны. Як хтосьці сказаў, гэтыя дзверы з'яўляюцца дзвярамі да сэрца. Клямка ёсць толькі ад сярэдзіны. Але на яго малюнку гэтыя дзверы не толькі што зачыненыя, а яны ўжо параслі калючкамі якімісьці. Гэта азначае, што даўно туды ніхто не заходзіў. Апляліся якойсьці зеленню, так што іх амаль не бачна. Над дзвярамі сидзіць лятучая мыш, што азначае, што таксама там ніхто даўно не быў і не хадзіў. І ўсё аплецена яшчэ павуцінай. Незвычайнай. І Рубенс гэты малюнак намаляваў тады, калі навярнуўся. Сказаў, што гэта дзверы майго сэрца. Я Бога не знаў і не хацеў яго пазнаць. Але так ласка Божая задзейнічала ва мне праз некаторыя справы майго жыцця, што мне удалося адчыніць гэтыя дзверы майго сэрца, якія былі моцна зарасненыя, заросшыя у калючках. І удалося выламаць гэтыя калючкі, каб запрасіць Бога ў маё сэрца. Прыгожы малюнак. І гэта моje жаданне, каб мы ў нашым жыцці умелі адчыніць сэрца для Бога. Мимо таго, што нам здаецца, што там няма месца для яго, што оно уже заросло. Однако маляр гаворыць, што мне удалося у апошніх днях, можна сказаць, майго жыцця адчыніць гэтыя дзверы, каб прыняць Христа. Амен. И во Пана Иисуса Христа, Сына Божьего Одинородного, Зайца народженного перед усими веками, Бога от Бога, Светлого от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносудного Отцу, раз якого все сталося. И Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и уделовился от Духа Святого, с Девы Марии и стався человеком, укрыжованный так само за нас, при Понским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес по воде Писания, и взошел на небо, сядись праворуч Отца,
и снова придя в хвале, судить живых и померлых, и яко молодацтву не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, яки Зайца и Сына походить, якому разом Зайцом и Сыном належить поклонение и хвала, яки промовлял праз пророку. Веру в один и святый католицкий апостольский костел, вызнаю один и хрост для отпущения грехов и чакаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Аминь. Для Бога, який про своего Сына, народженного з Марии, стал одним из нас, узнесем про заступництво Богородицы супольные молитвы и просьбы. Молимся за пастора Костела, как нарушенное им задание не выполнили с верой и отвязностью запросим. Выслухай нас, Пане. Молимся за усіх паті, как их охвятную працу заусоды ценили и помогали, запросим. Выслухай нас, Пане. Молимся за усіх детей, как они были послухняны своим батькам и узрастали у веры, запросим. Выслухай нас, Пане. Молимся за Ядвигу с подякой Пану Богу за прожитые 84 годы с просьбой так само для ее детей, внуков и правнуков о Божьем благословении, здоровья души и тела и опеки Богородицы Марии. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, тут собранных, как в наших семьях, пановали спокой и згода. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Дякую Тебе, Пане, за надею, нам дає заступництво Святой Богородицы Марии. Научи нас брать приклад з її у нашому штативному житті раз Христа, Пана нашого. Аминь. Что я ще не бывала, над Вифлеем зорка ясна, свету засияла. Над Вифлеем зорка ясна, свету засияла. Где Христос родился, спасным телом родился, не бежала убогий, я люшки спалился. Не бежала убогий, я люшки спалился. Молите церковь мою и вашу я пьяну, принял Бог Отец всемогущий. Нехай Пан Бог прийме офяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему костелу святому. Милосердный Боже, Ты крылица и стеснение всех добрых справ, возвращистость Божией Мати, дякуем Тебе за початок нашего спасения, и просим, как мы с радостью дочекались Его плену, раз Христа Пана нашего. Аминь. Аминь. Славы И с Духом Твоим укору сердцу, узносим Тебя, Пана. подякуем Пану Богу нашему. Бог нам это и справедливо. Направды вот за это и справедливо слушна и избавленна, как мы завсёды и всюду Тебе складали подяку. Пане святый Ойча, всемогущий, вечный Боже, и как мы отдавали Тебе належную хвалу, благословляли Тебе и прославляли, отдаючи пошану найсвятейшей завсёды Тебе. Я на праздеяние Духа Святого зачала Твоего одинородного Сына, и заковываючи Твою дьявольство, дала свету спровечное светло Иисуса Христа нашего Пана.
Раз яко Твою милость прославляют хоры ангелов, якія заўсёды радуюцца перад Твоим обличием. Просим, каб і наши голосы долучалися до них, разом зими ускликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Осанна на вышинях, благословенный Той, кто приходит у имя Пана. Осанна на вышинях. Ты, Боже, Ты святый и справедливо хвалить Тебе все Твое створение, образ Сына Твоего, Пана нашего Иисуса Христа, действия эмоции Духа Святого, Ты все оживляешь и освещаешь. И неспынно сбираешь народ свой, ко до сходу солнца и до заходу, складав имени Твоему чистую ахвяру. Там у едности с усим костелом, у наисвятейший день, коли благословленная Мария, у непорушном девотстве народила свету Збавца, раз Его покорно молим Тебе, Пане. Освяти мощью Духа Твоего владыка, якие мы принесли Тебе на вяру, как стали они телом и кровью Сына Твоего, нашего Пана Иисуса Христа, який нам наказал здійснять эту таємницю. Бо он у тую ночь, коли был выдаден, узял хлеб и, подяку Тебе складаючи, благословил, ломал и раздавал своим учням, кажучи: «Вярите и ешьте з этого все, бо это есть тело мое, якое за вас будет выдано». Podobnym czynem po wieczery uziął kielich i podjaku Tobie składający, błogosławił i podał swoim uczniom, każuczy: «Wierzycie i picie z jego się, bo to jest kielich krwi mojej nowego i wiecznego zapawietu, jaka jest za was i za mnogich będzie pralita, dziela odpuszczenia grzechów. Geta czynicie na moją pamięć». Это великая таємниця віри. Обещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего присягания. Panie, wspominaючи добрую муку Твоего Сына, так само Его цудовное воскресение и небушестие, и чекаючи Его другого прийстя, с подякою складаем Тебе живую и святую ахвяру. Узглянь, просим на дар Твоего костела и прими Его як ахвяру, якой Ты пожелал быть умилостивленный. Дозволь, как мы, узмоцненные телом и кровью Твоего Сына, наполненные Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом во Христе. Нехай Он сам учинить нас вечным даром для Тебе, как мы смогли отримать спадщину с избранниками Твоими, найперш с Наисвятейшей Панной Богородицей Марией, со святым Юзефом, ее обранником, со святыми апостолами Твоими и славными мучениками, со святым Архангелом Михаилом, Яном Павлом II, сестрой Фаустиной, благословленным Отцом Брониславом и всеми святыми, брат заступництва яких, мы сподяемся на Твою нестовную допомогу. Просим Тебе, Panie, niechaj гэтая ахвяра нашего поjednania принесеўся ў свету супакой і збаўлення. Будь ласкавы умацаваць у веры і любові касцёл Твой, які пільгрымуе на зямлі, со слугой Твоим папам нашим Львом, біскупам нашим Юзефом, с усімі біскупами, усім духовенством и усім народом Тобой купленым. Будь милостивый до просьбы в этой земле, якая по Твоей воле стоит перед Тобой. О добрый Ойче, ласкаво з'єднай з собою всіх рассеянных по свете детей Твоих. Наших померлых братов и сестер, и всех, кто в ласке Твоей одышел с этого свету, милостиво прими благодарство Твое, где мы сподеемся быть, как разом с ними завсёды радоваться Твоей хвале, враз Христа Пана нашего, враз якого одорваешь свет усялякими добротами.
Chrysta z Chrystowi u Chryście, Tobie Boża Ojczał się mogutny, u jedności Ducha Świętego, usiabaszana i chwała, razu Ciebie, jak i wieczny ja. Amen. Сын Божий стал się человеком, как мы могли стать детьми Божьими, тому полные вдячности смиряемся казать Отче наш, Который есть в мире, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не уводь нас в спокусу, ale zbaw nas od złego. Просим Ciebie, Panie, zbaw nas od wszego zła, daj łaskawa z upokoju dni naszych, да поможи нам милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху, и захованы всякого неспокою чекали исполнения счастливой надеи. И притча Спасителя нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и мощь и хвала навеки. Panie Jezu Chryste, Ty сказал апостолам Твоим, «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, яки живешь и владаришь на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды будет с вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак. Супокой. Ранку Божий, И веришь на себе грехи свету, смилуйся над нами, Баранку Божий, яки веришь на себе грехи свету, смилуйся над нами, Баранку Божий, яки веришь на себе грехи свету, одари нас упокоем. Ось баранок Божий, пусть той, хто бере на себе грехи світу, благословленные, покликанные на вечер ягоную. Аминь. Я не варка, как ты вошел до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Бог народился, людям радость дал, живущие выигрывайте, и убытные спешайте, Отцу привитать. Дай дитятка, золоте жить, винного сорта не хотеть, Бога широм шановать и витаючись певать, с радостью яны. И даже спался, мы Тебе весь час верой шагали, бо радуешь нас.
нам з'явився ти, і ми чекаємо нашого Христа, вірим назад, прийде свята, і голови всі схиляють, верим, что мы Бога знаем, хлебе завтра. Заступом сказал, Бог народился, людям радость дал. Чим худшийся виявайте, і у Бетлеєм спяшайте, паузу привітать. Стані дитя, дома біляшись, і нова сонка, небесі катись, Бога широко шановали, і вікарюши співали, з радостю п'яни. Вітай зазвався, видає час, звірай шагами, порадуєш нас, короли, пророки, люди, Марії, Афетинцуді, нам з'явився ти, і ми чекаємо нашого Христа, вірим назад, прийде свята, і голови всі схиляють, вірим, що ми Бога маємо, без алтаря. І голови всі схиляють, вірим, що ми Бога маємо, без алтаря. Вірим Господі у Бетлеєм, заспівали пісню, що і ми граєм. Слава на вершинях, слава на вершинях, і спокой на землі. Слава на вершинях, слава на вершинях, і спокой на землі. І спокой кланялися всему, отдали пошану Богу нашему. Слава на вершинях, слава на вершинях, і спокой на землі. Слава на вершинях, слава на вершинях, і спокой на землі. Опять ангел святий отсюда там, неведомых на землі аніються. Слава на вершинях, слава на вершинях, і спокой на землі. Слава на вершинях, слава на вершинях, і спокой на землі. Молимся. Божа урочистость Панны Марии, Мати, Сына Твоего и Мати, костелом с радостью приняли наисвятейший сакрамент. Дай просим,
как и Он помог нам досягнуть життя вечного, праз Христа Пана нашего. Аминь. Можно еще сесть на пословие. Новый год — это так само подсумование старого года в нашей парафии. Что отбылось в нашей семье парафіяльнай, якую мы творим разом. У том году аж 20 детей было охрещено в нашей парафии. Это подобно, как и в минулом 24 году. 21 детей приступило до сакраменту покаяния, а так само першей святой коммунии. Отбылось у нас аж 3 шлюбы. 3 пары приняла при этом алтаре сакрамент суженства. Это подобно, как и в минулом году, так само. Хтось бы сказал, може мало, але это шмат. Еще год тому назад, 2 года тому назад, только 1 пара была. А еще 2 года тому назад только 0 было пара. Ну так что, это не так вредно. Идем, стабильность якая есть. Хрустов мало, здивляюся. Що спробуєш слава по колесе ходить. А говорят, приходят и говорят некоторые, так смеются, что завжди мужи в хаті. Как не было хрустов более похоже. Так, раздана аж и уделено 15 тысяч коммуний в нашей парафии в минулом году. Это не так дрянно, что шмат людей приступает до сакраменту покаяния, спадаются, а так само старается, як моя, найдовше тривати з чистим серцем и приходить в костел и принимать святую коммунию. То есть, я бы сказал, откуда я знаю, что 15 тысяч, я лечу каждого из вас. Тело Христа, тело Христа 1888, тело Христа 1899. Не, бо маю паковано их по 500 коммуниканты, або по 1000. По 1000 штуки ведаю, сколько пачек, если я позначаю, было принесено в костел, сколько уже раздано, а сколько там еще осталось, примерно больше 15 тысяч коммуникантов. Дякую великий, что вы есть в нашей супольности парафиальной. С Новым годом еще раз вас святкуйте. Припоминаю, завтра можно есть мясо споживать, коли кто наготовил шматков, не выкидать. Коли кто наготовил аж за шмат, то можете запросить всех за пробу, что придет поесть мясо. Повстанем и отмолим сегодня молитву на день, так званый, называется Супокою, Сусветный день Супокою. Помолимся о лица Павла VI Паня, наш Божа, деля своей ласкавости Ты свалил людей, как они были соудельниками Твоей хвалы. Благословляем Тебе и дякуем Тебе. Ты послал нам Иисуса, Твоего умилованного Сына, и учинил Его у пасхальной таємниці криницей усялякого збавлення і спокою, повязю усялякого братерства. Дякуем Тебе за жадані, намагання і чини, які Твой Дух спокою обудил в наш час, как змянить ненависть любовью, недовер с разумением, а выякова с солидарностью. Еще больше открой наш розум и наше сердце на потребу всех людей и братов, как мы что раз больше становились будовниками спокою. Пам'ятай, Отче милосердний, про усіх, хто працює, терпить і помирає, намагаючи надать світу більш братній характер, нехай Твоє владарство справедливості і спокою і любові з'єднає людей кожної раси і мови, а земля нехай наповниться Твоєю хвалою. Раз Христа, Пана нашого. Аминь. Отдадим под опеку Маті Божией кожного з нас. У початку этого Нового года все наши справы, які нам Бог приготовил, а так само помолимся за Ядвигу з нагоди дня народження Твоєї обороні отдаються. Святая Богородица, в наших потребах не погашай молением нашим, и от усялякой злой пригоды выбавляй нас завсюди. Пана хвалебная и благословенная, о Пани наша, опекунка наша, утешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас заручай, Сыну Своему нас отдавай. Примите Божие благословение.
Благословение Павла с вами. И с духом твоим. Похилите ваши головы на благословение. Бог крыльца и початок всякого благословения, нехай щедро одурить вас своей лаской. И на протягу всякого года заховая вас у добрым здоровье души и тела. Аминь. Нехай Бог заховая непорушным вашей веры и дасть впевненість у надії і вірність любові, яка допоможе витримати во всіх випробуваннях. Аминь. Нехай Бог заховає у спокої ваше життя і справи. Тепер і завсюди вислуховує ваші молитви і щасливо приведе вас до життя вічного. Аминь. Благословение всемогутного Бога, Отца и Сына и Духа Святого, нехай сыдет на вас и застанется на завсёды. Аминь. Идите в супокое Христа. Дякуємо Пану Богу. Теперь, хотя Михаил, Держи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пасток злого духа. Покорно просим, нехай его знищить Пан Бог, а ты, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана и інших злых духов, якие на згубу душною по свете. Аминь. Сколько бы приемца над землею взяли, радостную вестку людям обещали, не